Добрый день. Разрешите представиться. Меня зовут Парфенова Полина. Я ученица 9 класса МБО ОСК СОЖ Хангаласский УЗУС. Тема моего доклада образы орлиноклювых лошадей в якутской культуре. С древних времен образ лошадей широко используется в якутской культуре. Наше внимание привлекли образы лошадей с орлиным клювом. И именно об этих орлиноклювых лошадях в культуре народа Саха мало известно. Название «клювоголовый конь» внесен Сыроватским Владиславом Владимировичем. Новизна исследования заключается в попытке рассмотрения образа орлиноклювых лошадей в традиционной культуре якутов. Цель работы – раскрытие образа орлиноклювых лошадей в якутской культуре. Исходя из цели, мы поставили следующие задачи. Изучить происхождение образа орлиноклювых лошадей в якутской культуре, сделать этнографический анализ найденных артефактов с изображением орлиноклювых лошадей из музеев Якутии, произвести параллели с культурами других народов. Как писал Ксенофонтов Гаврил Васильевич, джавел – это большие пятна в масти лошади около передних лопаток на шее, символизируют крылатую лошадь. Также мы сделали параллели с тагарской и пазырыкской культурами. Нашли связь с изображением оседланной лошади на скале вблизи Дитары из книги Окладникова Алексея Павловича «Петроглифы Средней Лены» с изображением богатырского коня с якутского Аланхо. Все эти данные свидетельствуют о том, что якутскую лошадь представляли как крылатое животное, особенно жеребцов пегой масти джавел. Изображение богатырского коня в Аланхо тому подтверждение. Нами найдены были 4 артефакта. Первый артефакт – женский пояс из музея дружбы города Нью-Йорк XIX века. Эта подвеска является украшением подпружного ремня и связана с конной упряжью. Женский пояс из музея села Оленёкского района XX века. Пластина фигурной лошади из того же музея XX века. Трубка из дерева, найденная в местности Май горного района, на кончике которого изображена остроклювая лошадь. В музеях Якутии хранится 4 артефакта с изображением орлиноклювых лошадей. Образы орлиноклювых лошадей перекликаются с древней пазырыкской культурой и схожи с изображением оседланной лошади. Подвески женских поясов, несомненно, связаны с культом коня. Они предназначались для свадебного украшения. Согласно обычаям, они являлись оберегом уймы для молодой невесты. Орлиноклювые лошади в якутской культуре – это и есть грифоны, воссоединение орла с лошадью. Спасибо за внимание.